Картина культурной интеграции народов Центральной Азии состоит из раздробленных пазлов, которые сложно собрать в единый и законченный образ. После распада Союза эти страны больше сфокусировались на возрождении традиционной культуры, на первый план поднялось фольклорное искусство, резко сократилось число переводов работ авторов соседних стран, а театральные артисты почти не ездят друг к другу с концертами. Соседи отдаляются друг от друга не только визами и колючими заборами, но и теряют общие культурные связи. Между тем, как уверен возглавивший недавно общество дружбы Таджикистана и Кыргызстана ученый Мирзо Шакурзода, роль культуры в объединении разрозненных народов особая. Ни одна структура не способна сделать для объединения народов региона и мира столько, сколько способны сделать культура, искусство и литература. Потому что дружбу не купишь за деньги и сокровища мира, а единство, дружбу и верность лишь укрепить через культуру и книги. Наверное, поэтому перевод великого кыргызского эпоса «Манас» на персидский язык, опубликованный на арабской графике Мирзо Шакурзода, стало значимым культурно-историческим событием в жизни двух народов. О национальном герое, объединившем всех кыргызов и женившемся на таджичке Ханыкей, часто вспоминают в пик политических кризисов соседствующих стран. А вот на родине Манаса, где в отличие от других стран региона протекает сравнительно либеральная культурная жизнь, наравне с традициями развиваются и современные виды искусства. А не нашедшие свободу деятельности у себя на родине режиссеры ставят постановки на киргизских театральных подмостках в духе великого Чингиза Айтматова. Айтматов принадлежит не только кыргызской литературе, но и казахской. Он писатель и гражданин мира. Его произведения объединяли народы. Творчество Чингиза Айтматова стало мировым наследием. Его произведения изданы общим тиражом свыше 60 миллионов экземпляров и переведены на 170 языков мира, в первую очередь на языки стран Центральной Азии. Уникальность творений писателя заключалась в его всеобщей любви к людям и жизни, любви, не признающей границ. Именно поэтому вряд ли сегодня его обрадовали бы политические споры, возникающие на высоком уровне правительств стран региона. Тем не менее, у Айтматова есть достойные последователи в регионе. Барзо Абдразаков, режиссер из Таджикистана, несколько последних лет работает в Государственном драмтеатре имени Чингиза Айтматова в Бишкеке и уже успел завоевать звание лучшего режиссера года в Кыргызстане. Культурные отношения намного важнее, потому что они идут от сердца. Политики идут от головы, а человек культуры идет всегда от сердца. Поэтому люди культуры, где бы ни были, находят контакт быстрее. Я хочу написать пьесу, которая будет называться «Башня». Они строят одну башню, такую, скажем, центральноазиатскую вавилонскую башню, которая разрушается из-за стереотипов отношений. Дай бог, будет время, напишу. Барзо Абдразаков проповедует свободу и любовь к человечеству, презирая деспотизм и рамки, которые порой диктуют власти представителям творчества. Наверное, именно то, что смог найти в Кыргызстане. В Узбекистане немало талантливых режиссеров. Спектакли знаменитых узбекских авторов, как, например, «Бунт невесток», «Железная женщина», кинокартина «Прощай, зелень лета», «Приключения Али-Бабы и 40 разбойников» воспринимались в странах Центральной Азии как свои. А песни музыкальной группы «Ялла» до сих пор объединяют не только народы региона, но и бывшие союзные республики. Тем не менее, о работах современных деятелей культуры известно немного. Почему? На этот вопрос ответит коллега из радио Озодлик. На самом деле, главным тормозом для свободной деятельности узбекских деятелей культуры, творческих деятелей в Центральной Азии является политика президента Ислама Каримова. Артисты обязаны брать разрешение на творческие командировки в соседней стране, а нарушение это требования лишается лицензии. Запрет коснулся Фирузу Джуманиязову, Юлдузу Усману и других. В Туркменистане всегда с особой любовью интересовались узбекской, азербайджанской и таджикской культурой. Мой собеседник, известный туркменский писатель Худайберди Халы, 10 трудов которого переведены
с туркменского на иностранные языки, в том числе на персидский и чешский. Господин Халы, мы знаем, что Туркменистан занимает особую позицию по вопросам политики, в том числе или особенно по интеграционным моментам. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас представлена иностранная культура в Туркменистане? На самом деле Туркменистан особая страна, там существует особая ситуация. Сейчас у нас существует цензура. Открыли новый журнал «Дюня Эдебияты» называется. Это мировая литература. Как будто этот журнал должен печатать самые прогрессивные литературы в мировом масштабе. Да. Жаль, что они печатают старые вещи. Вы помните советскую литературу туркменскую? Вы помните, как было много тогда переводов, когда театральные афиши были богаты представлениями различными? Скажите, считаете ли вы, что сегодня очень многое упущено для Туркменистана с тех времен? Конечно, конечно, потому что я когда-то читал повесть Джелали Карами, потом Садреддин Айни и других авторов. Да, тем более в своем родном языке. И у меня были друзья. С другой стороны, мы имели эту возможность купить таджикскую литературу, например, Румы, Джелаледдин Руми. Это впервые в Советском Союзе печатано в Душанбе, издательство «Адаб». Я это купил и давным-давно я купил и вот забрал сюда в Праге. И до сих пор я держу с собой. Или вот азербайджанское «Достани», это в азербайджанском языке. Это раньше было можно купить. И было можно читать на туркменском языке. Да. А вот пример того, как можно успешно объединить возрожденные вновь традиции с современностью и вылить это в новый вид искусства, объединяющий не одну культуру. 77-летний Арыстан Шадетулы занимается продвижением в Казахстане забытого танца Каражорга с тех пор, как вернулся на историческую родину из Германии в 1995 году. Он потомок казахов, которые в период голода в 30-х годах прошлого столетия перекочевали в Китай, оттуда в Индию, в Пакистан и в конечном итоге обосновались в Турции или в странах Европы. Арыстан Шадетулы обучает местную молодежь танцу Каражорга. Народ с горячим сердцем признал, что это казахский танец, и принял его. Сейчас Каражорга танцует везде, от мала до велика. В начале 2000-х годов в казахстанском обществе было много споров вокруг этого танца. Некоторые говорили, что он чужд казахской культуре и был заимствован у калмыков или монголов. Но танец Каражорга полюбили. Его танцуют на республиканских праздниках, на простых семейных торжествах, устраивают даже флешмобы для его исполнения. В Алматы сейчас несложно найти курсы по обучению этому танцу. Танцевать Каражоргу учатся дети разных национальностей. Недаром говорят, состояние культуры является прямым показателем уровня развития общества. Это был «Перекресток». До свидания.